Здравствуйте! В эфире «Вести недели», в студии Павел Демин. На днях состоялось очередное заседание собрания депутатов города Канаша 7-го созыва. На нем единогласно было принято важное изменение в устав города, которое позволит каждому жителю лично принять участие в вопросах местного значения, имеющих приоритет для жителей города. Все подробности о том, что такое инициативный проект, в нашем репортаже. Инициативный проект – это привлечение граждан к развитию, благоустройству, формированию и исполнению бюджетов различных территорий. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить группа численностью не менее 10 граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории города Канаша, и органы территориального общественного самоуправления. Предлагая свой инициативный проект, следует обратить внимание на большой список сведений, которые придется предоставить. Это и описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города, описание ожидаемого результата реализации, предварительный расчет необходимых расходов, планируемые сроки и многое другое. Администрация будет обязана рассматривать все поступающие инициативные проекты в течение 30 дней, принимать соответствующие решения. Основания для принятия, основания для отказа также в статье у нас закреплены. Вся информация, естественно, будет размещаться на официальном сайте. Все замечания, предложения жители также могут предоставлять на всю эту процедуру. Согласно принятому решению, акцент в рассмотрении инициативных проектов в первую очередь будет делаться на учете мнения граждан с помощью обычного опроса на официальном сайте города. Вторым и третьим вопросом в повестке дня было ходатайство перед главой республики об объявлении благодарности президента Российской Федерации и благодарности главы Чувашской республики. Также единогласным решением Самсонова Гульнара Хайдаровна вошла в состав общественного совета, а Александров Александр Валентинович был назначен членом Канашской городской территориальной избирательной комиссии. Решением собрания депутатов всем сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи будет предоставляться жилое помещение на весь период замещения. Ирина Константинова, Павел Демин, «Вести недели». В календаре появилась новая памятная дата – День чувашской вышивки. Минувшим летом на расширенном заседании Минкульта Чувашии прозвучало предложение учредить в республике День чувашской вышивки. И вот 17 октября глава региона Олег Николаев подписал указ, которым определил таким днем 26 ноября. Канашцы активно присоединились к празднованию. Подробности в репортаже Ирины Константиновой. Чувашская культура богата праздниками, традициями, обычаями. Особенно красива чувашская вышивка, каждый завиток и изгиб которого имеет свое значение. Об этом хорошо знают и умеют его читать рукодельницы, вышивальщицы. В Канашском городском дворце культуры в этот день прошла интереснейшая выставка, посвященная этой теме. В чувашских семьях начинали с 6 лет. Сначала это были простые швы, затем работы становились все сложнее и затейливее. По качеству вышивки говорили о самой девушке. Красивая, аккуратная вышивка, значит, хорошая хозяйка будет. Я считаю, что этот праздник очень уместен и очень необходим не только для Чувашии, но и для любой республики, которая хочет сохранить свои традиции. В сегодняшний день замечательный мы организовали выставку, на которой решили предоставить всем возможность полюбоваться на работы, которые выполнили мастера нашего района и города Канаша. Многим из этих работ уже гораздо больше 50 лет, но тем не менее эти вышивки, эти швейные изделия хранились бережно в семьях и передавались из поколения в поколение. Вышивка, национальный орнамент и узоры – это своего рода генетический код нашей нации, наши традиции, уходящие вглубь веков. Об этом на уроках технологии рассказывает Галина Тимофеева. На протяжении многих лет она трудится в 5-й школе нашего города. Дети с большим удовольствием посещают ее уроки. Начиная с 2008 года на своих уроках Галина Арсентьевна обучает детей азам чувашской вышивки. Дети на уроках технологии работают по разделу художественные ремесла, и мы с ними выполняем с 5 по 8 класс вот такие работы. Каждый узор символизирует, и составление узора у чувашского народа связано с явлениями природы, из жизни. Не зря из истории мы узнаем, что, например, нагрудная часть женской рубахи диктует, что можно узнать всю судьбу женщины, счастлива ли она в семье, сколько детей. Действительно, чувашская вышивка называется письменами. Вот, например, взять эти салфетки, выполненные детьми 5 класса. Здесь есть прямые стежки, стежки, расположенные зигзагом. Зигзаг – это ручеек, то есть в письменах отражается еще
явление природы, потому что чувашский народ издревле занимались земледелием. Цвет черный, он не зря выбирается, это цвет земли. Цвет желтый – это цвет солнца. А цвет зеленый-синий – это синий цвет неба, зеленый цвет природы. То есть вся природа оживает и получает отражение через чувашскую вышивку. Поэтому дети понимают, что действительно вот в этих узорах есть отражение всех природных явлений. Галина Арсентьевна признается, что с большим теплом встретила новость об учреждении в республике праздника чувашской вышивки. В 2006 году ей посчастливилось принять участие в семинаре мастера народных художественных промыслов Евгения Жачевой. И с этого момента она уже не выпускала иголку из рук. С Евгенией Николаевной Жачевой мы знакомы с 2006 года с семинара в Республиканском доме творчества. И вот с этого момента эта вышивка меня заворожила. И с 2008 года я включила в рабочую программу для обучения детей. 26 ноября, так же, как и во всей Чувашии, в Канаше прошла акция «Рожденные вышивки». В этот день младенцам подарили распашонки с вышитыми элементами чувашского орнамента. Все образовательные учреждения города приняли участие в движении по популяризации вышивки. В городе прошли мастер-классы, художественные представления. Воспитанники подготовительной группы «Капельки» детского сада номер 13 под руководством воспитателя Зои Яковлевой подготовили программу «Чувашские посиделки Улах», где продемонстрировали вышитые платочки. И каждая девушка должна была приготовить для свадьбы себе приданое. Все, что видели девушки, они передавали в своих узорах. Образы солнца, неба и земли, сверкающие звезды, горы и реки, растения и животные. Я вышиваю образ солнца, я вышиваю образ дома. Ну а я вышиваю образ растений и деревьев. А я вышиваю образ животных. Я вышиваю образ горы. Я вышиваю образ неба и земли. В эти дни в городском краеведческом музее проходит выставка творческих работ. Школьники и воспитанники детских садов активно приняли в нем участие. Под руководством взрослых изготовили много экспонатов. Работы выполнялись в разных техниках – вышивка, крестом, вязание, работы с бисером и монетами. Скажем честно, экспертам пришлось долго совещаться, кому отдать призовые места. Мы внимательно рассмотрели все работы. Работы нам понравились, дети постарались. И мы выбрали самые хорошие работы. Третье место у нас выигрывает Иванова Виталина, ученица 9 школы. Второе место у нас выигрывает Шемякина Мария, ученица школы номер 9. Вот такие хорошие работы, они вышили салфеточки, молодцы девочки. Ну и самое хорошее, самое первое место у нас занимает вот эта куколка в чувашской одежде, красавица. Ее у нас выполнила ученица 5 школы Замалеева Камилла. Чувашская вышивка имеет многовековую историю и продолжает свою жизнь и сейчас, в новых материалах и более современном виде. В Канашском краеведческом музее проходит выставка, посвященная Дню чувашской вышивки. Выставка открыта 26 ноября и будет работать до 13 декабря. Дорогие жители, приходите к нам в гости и увидите работы наших вышивальщиц. Мы вас ждем. Ирина Константинова, Павел Демин, Елена Блацова. Вести недели. На днях ученики 9, 10 и 11 классов Чебоксар и Новочебоксарска перешли на дистанционное обучение. Планируются ли подобные меры в нашем городе? Насколько тяжело детям и родителям было вернуться к очной форме образования? Появилось ли бесплатное питание в школах города согласно указу президента и нет ли проблем с финансированием? С этими вопросами мы обратились к начальнику отдела образования и молодежной политики Сурковой Наталье Владиславовне. В настоящее время система образования города представлена 16 дошкольными и 10 общеобразовательными организациями. Детские сады посещают 3225 детей, а общеобразовательные учреждения – 6725 детей. Учебный процесс в образовательных учреждениях города организован на сегодняшний день с учетом эпидемиологической ситуации. Входной контроль
организован с проведением обязательной термометрии для всех детей и взрослых, которые посещают общеобразовательные учреждения и детские сады. Доступ организован с нескольких входов по графику. При входе в образовательные учреждения, а также перед столовой, санузлами созданы все условия для гигиенической обработки рук с применением кожных септиков. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением тех, для проведения которых нужны специальные кабинеты. Ну, например, физкультура проводится в спортивных залах, уроки технологии в кабинетах технологии. Образовательный процесс осуществляется по специально разработанному расписанию и графику уроков и перемен, которые составлены с целью минимизации контактов обучающихся. В том числе отдельные графики составлены для учеников и для приема пищи, то есть посещения столовых. Генеральные уборки проводятся ежедневно и после всех уроков также. Кроме этого, влажные уборки проводят через каждые 2 часа с обязательной обработкой поверхностей и регулярно обезвреживается воздух. Перед началом учебного года Министерство образования и молодежной политики закупило для всех общеобразовательных учреждений республики рециркуляторы для обеззараживания воздуха и бесконтактные термометры. Наш город получил 455 рециркуляторов и 155 бесконтактных термометров, которые были поставлены в каждое образовательное учреждение, и в школы, и в детские сады. На сегодняшний день все школы обеспечены обеззараживателями воздуха, которые установлены в каждом учебном кабинете, также в пищеблоках, в столовых, в спортивных залах, в фойе и рекреациях. Рециркуляторы работают по времени, отключаются и соблюдаются все необходимые правила работы данного оборудования. Все сотрудники, которые работают с детьми, обслуживающий персонал, работают с использованием средств индивидуальной защиты, органов дыхания, многоразовых масок со сменными фильтрами, а также перчаток. Если дети болеют, то они смогут посещать образовательные учреждения только с разрешения врача при наличии медицинской справки. Массовые мероприятия с участием разных классов на сегодняшний день отменены. И, в общем, ситуация в городе сейчас стабильная. Болеют около 9% детей и 6% педагогов. С 24 ноября по 5 декабря на дистанционное обучение перешли все организации дополнительного образования детей. То есть все кружки, которые посещают ваши дети, будут проводиться до 5 декабря дистанционно. Что касается вида обучения, то, конечно же, все за то, чтобы дети учились очно. Но мы уже прошли ту школу, когда наши дети с 1 по 11 класс учились дистанционно. Мнения здесь разделились. Кто-то поддерживает эту форму обучения, но больше половины, конечно же, против. В нашем городе бесплатным горячим питанием охвачено 100% обучающихся 1-4 классов, а это 3014 человек. Питание организовано муниципальным предприятием «Комбинат школьного питания» под руководством Брусковой Марины Дмитриевны. Меню, по которому питаются дети, утверждено Роспотребнадзором. Продукты закупаются у отечественных производителей. Комплекс состоит из первого блюда, второго блюда, салата, горячего напитка. Питание контролируют родители. А в каждой школе проведено анкетирование, результаты которого показали, что почти 100% родителей и учеников качество горячего питания устраивает. Все мы понимаем, что ситуация, которая происходит вокруг нас, очень сложная. И только вместе мы справимся с ней быстрее. В социальных сетях города регулярно размещаются посты с жалобами на разбросанный мусор у домов, в сквере афганцев и в городском парке. Но одно дело в очередной раз просто пожаловаться на работу ЖКХ или управляющей компании. И совсем другое – взять ситуацию под свой контроль, собрать инициативных и целеустремленных единомышленников и лично поучаствовать в уборке территории города, делая его чище и красивее.
Как гласит народная мудрость, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Город Канаш за последний год на глазах преобразовывается, застраивается и облагораживается. А вот за чистоту и порядок в нем в ответе каждый житель. На днях инициативная группа провела субботник, чтобы город стал чище. Отрадно, что к этому благородному делу присоединилось и молодое поколение. Юные ведущие канашского телевидения были в числе самых активных. Уборку провели за парковой зоны, прошлись вдоль водоема и собрали более 10 мешков мусора. Активисты утверждают, что череда добрых дел продолжится и впредь. Хочется чистоты, больше чистоты, чтобы люди были осознаннее, собирали то, что используют, и кидали мусор именно в контейнеры или мусорные ящики. Ведь все-таки это наша земля, наш город, наша Россия, наша страна. Надо быть чище, убираться за собой. Ирина Константинова, Павел Демин, Феликс Ефремов, Елена Блацева. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Берегите себя и своих близких. Новогодние праздники не с горами, а магазин «Светофор» уже готов встречать дорогих гостей. Здесь есть все для оформления праздничного стола. Мясная, сырная продукция, сотни ингредиентов для салатов, соки, бакалея, сладости. Бережливые хозяйки не переплачивают, а совершают выгодные покупки в магазине «Светофор». Также для вас представлен большой ассортимент текстильной продукции, бытовой химии от известных брендов, детские игрушки, посуда и многое-многое другое. Пришел в магазин купить средства для того, чтобы открутить гайку в машине, не заржавела. И вот хорошее недорогое средство нашего магазина «Светофоре». Приходите в магазин «Светофор», здесь все есть и даже больше. Среди посетителей магазина есть традиция закупаться впрок. Так и деньги экономятся, да и времени для близких остается больше. Покупают для птицы корма и для мытья посуды. Стиральные порошки дешевые. В сравнении с другими магазинами всегда мне нравится сюда приехать и покупать, потому дешевые. Дешевле и по моим карманам. На Новый год еще приедем, еще больше покупаем. Канашцы и гости города давно облюбовали «Светофор». Их полные тележки красноречивее любых слов. В магазины «Светофор» напрямую от производителей поступает товар. Поэтому мы можем предлагать очень доступные цены для населения, чтобы покупки стали выгоднее. Также на постоянной основе мы предлагаем акции, чтобы разнообразить ваши покупки. Мы учитываем спрос населения, поэтому ассортимент магазина на постоянной основе обновляем и пополняем, чтобы покупки стали еще интереснее. Не упустите возможность приобрести новогодние сладкие подарки по выгодным ценам, и ваш малыш непременно останется доволен. Я захожу почти каждый день после работы, а сегодня выходной, собралась с дочкой. Очень нравится, цены не такие дорогие, на выбор все есть. Наша семья посещает часто магазин «Светофор». Впереди новогодние праздники, мы для детей тоже новогодние подарки присмотрели. Стоит отметить, что вся продукция в магазине самая свежая. Поступивший товар сразу же выкладывается на полке, а не залеживается на складах. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Свинина охлажденная 1 килограмм 165 рублей 90 копеек. Новогодний подарок 1 килограмм 199 рублей 90 копеек. С магазином «Светофор» ваши праздники будут более насыщенными, яркими и, конечно же, вкусными.